Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего расклада – что хотят сказать вам карты. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, как с вами резонируют карты. И если карты резонируют, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно. Вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Итак, сейчас думайте только о себе, никого не загадывайте. Кто вы, кто пришел на расклад? Сильный человек, сильный духом, не сдаетесь, да, и знаете, здесь человек, который умеет владеть своими эмоциями, сдерживать свои эмоции. И вы тот человек, который больше молчит, слушает, нежели рассказывает. И здесь, да, показывают именно вас в таких, опять-таки, сильных мужских, возможно, энергиях. Тот человек, который прошел огонь, воду, медные трубы. И вообще, знаете, вы умеете влиять на людей, люди вас слушают, верят вам, доверяют. Также здесь хочется сказать, человек обдумывает вообще, когда он что-то говорит, он обдумывает. И вообще, когда вы принимаете какое-то решение, тоже вы действуете обдуманно, подумав. Вы хотите, чтобы все разрешилось таким образом в жизни, когда, да, те, кто делал пакости, да, был наказан, возможно, или же, да, тут еще есть такой момент, что вы на данный момент находитесь в такой энергии, когда хочется все бросить, отпустить и пойти во что-то новое. В душе, да, желание такое есть, какие-то есть именно проблемы, решаете что-то, да, или у кого-то есть ответственность за кого-то или за что-то. Вот все хочется бросить и вот пойти эгоистически жить для себя, в свое удовольствие. Потому что здесь показывают, что как будто бы, да, есть такой момент недооцененности. Кто-то здесь плачет даже, что не решается все таким образом, да, как хотелось бы. Хотя тут показывают, что вы можете изменить, да, свою жизнь, ход событий. У вас есть вот эта и сила, и вы умеете влиять на это. Но вот вы вот как-то этого не замечаете, возможно. И вот уходите в прострацию, в какие-то вообще другие мысли. Например, когда подсказка стоит перед вами, да, вы смотрите в другую сторону. А вот она здесь, вот как-то так. Еще показывает, что, возможно, да, вашей добротой пользовались, или вы сильная, да, и кто-то скрывался под вашим, да, за вашей спиной, что вы решите, вы защитите. Но я вот вижу, вот вы как будто уже не с этими людьми. Те, которые именно пользовались вашей добротой. А вы, да, человек-защитник, человек, который защищает, вы знаете, справедливость у вас есть. Справедливый вы человек. И уверенный, да, опять-таки. Но вот именно касаемо вот на данный момент есть не то чтобы неуверенность, непонятки какие-то вообще, что будет в будущем. Кто-то задумывается о будущем, что будет дальше, да, вот имея даже все, но ты не понимаешь, куда двигаться дальше. Или же, да, вы хотите, тут кто-то именно хочет понять, для чего вообще он пришел в этот мир. Элементарный вопрос. Вроде как простой, но очень сложный. Да, какое мое предназначение?
Вот чего я живу, да, чего я суечусь, что-то делаю вообще, да. Тут кто-то даже в замешательстве, возможно, ищет, но ответ есть. Вас ответ. То есть вы не замечаете то, опять-таки повторяюсь, да, что вот лежит перед вами. Скорее даже это внутри вас. Ох, как люди ведутся на ваши ресурсы, как ведутся на вас, да, и мужчины на вас смотрят, тут показывают, женщина очень красивая, если смотрит женщина, если мужчина, да, вы соблазнитель просто, да, на вас смотрят и облизываются, вы нравитесь противоположному полу. И, знаете, нравится вот это ваша, знаете, скорее даже не то, что ресурсность, да, но вот у вас есть такая вот твердость характера, вот вы решили и сделали, да, вы не трындите языком налево-направо, да, вы делаете. Вот за это вас уважают, вас ценят, за этим тянутся. Знаете, зачастую, да, такое бывает, что вот, да, много говорят, но вот не выполняют, а вы другой стороны медали. Вот, скорее всего, у меня почему-то телец тут, но не обязательно, но здесь тельцы тоже смотрят. Вот такой вот человек-порядок. Но, знаете, от этого порядка тоже болит голова, потому что вы все держите в своей голове. Все должна запомнить, все помнить обо всех даже, не только о себе. Вам хочется так куда-то убежать, вот хоть на край света, да, и где-то одной эгоистически вот, или одному вот просто отдохнуть и выплюнуть вот на все эти проблемы. Тут как подустал человек. Но вас видят, да, вы даже будете уставшие, но вас всегда видят бодрячком или таким оптимистом. Да? Даже вы можете быть в унынии, но внешне вы выдаете вот такого человека, как будто у вас все хорошо. Все даже не то, что хорошо, а отлично. Подтянуты, да, то есть курс корабля держите вперед, нос поверху, вернее наверх, то есть не видят вашего вот этого отчаяния и грусти. Возможно, вы скрываете, тут показывает человек, который больше, опять-таки, молчит и слушает, нежели болтает. Или хвастается. Нет. Тут такой серьезный человек смотрит, и тут показывают, да, анализируйте очень много. Не только касаемо своей жизни, своей тоже, но и вообще окружающих тоже. Смотрите за окружающими и чему-то даже у них набираетесь, учитесь. Тут могут проходить большой процент, 70% тут точно сидят семейные люди в семье. Но вы знаете, тут такое есть, да, семья есть, но есть такое отчуждение. Хочется побыть одной. Правда, все оставить. Не потому что оставить, бросить, да, на произвол судьбы. Нет, просто хочется побыть в неком таком уединении. Может быть, даже заняться собой или чем-то любимым, да, или вот просто эгоистически вот как-то. Но это вот где-то, да, такое в подсознании глубоко это желание вот хочет. Но надо же, да, ответственность нести. Нужно же помнить все, когда, во сколько, куда, зачем, какие бумажки и так далее. То есть, вы знаете, тут показывают, что вот как будто на ваши плечи все сложено. Вы и посудку умоете, вы и за бумажкой сбегаете, там, да, там, выбьете какую-то бумажку, не знаю. Но вот вы все сама решите. Если это женщина, то я вообще, да, опять-таки удивляюсь. Я не удивляюсь тому, что вы такая сильная. Вот. Если смотрит мужчина, здесь какой-то вот поклад на вас вот лежит, да, ответственности. Много грузите себя. Кстати, иногда вы грузите себя совершенно чем-то лишним.
И вот ставить, да, вот эти вот мысли ставят вас какие-то барьеры, ставят вам какие-то препятствия. Иногда даже вы себе ставите препятствия на пути. Или делаете проблему, вот как это говорят, из мухи слона. Вот. Да, то есть усугубляете. Что-то произошло, но вы начинаете сразу же надумывать больше. И еще к тому же, да, вот как детектив, вычислять вот что-то, проверять. Далее, если с вами резонирует, давайте смотреть дальше. Что хотят сказать вам карты? Думайте сейчас только о себе. Скоро случится то, чего вы не ожидали. Вот к этому нужно быть готовым, спокойно готовым. Как будто бы так оно и есть. Так должно быть. И тут, скорее всего, у кого-то встанет какой-то выбор. Да, или вот вы будете думать это или это. Вот что-то взвешивать будете. Причем даже, возможно, с кем-то советоваться. Советоваться можно с кем угодно. Или с близкими людьми, да, или элементарно даже, да, с какими-то структурами. Что делать, как быть. Но не обязательно тут, скорее всего, у каждого, да, оно по-разному здесь проиграет, и вам придется просто понять, что для вас будет наиболее важным. Вот такое вот взвешивание. К этому нужно быть готовым, но спокойно. Да, когда это придет, быть в полном спокойствии. Не нервничать, не переживать. Потому что это дело решаемое. Просто нужно сесть и спокойно решить или обсудить. Далее, что хотят сказать вам карты? Кто-то предложит, возможно, да, какую-то поездку куда-то, на какое-то веселье, на мероприятие, может быть, или встретиться где-то, посидеть. Вот. Вы не очень-то будете особо, знаете, в том настроении, или же, да, может быть, вас пригласят элементарно на день рождения. Но вот вы не особо будете гореть желанием, потому что вы что-то будете в этот момент или решать, да, или вам нужно подумать над чем-то другим совершенно. Вот. И здесь показывают, вот когда, если, да, вы поедете куда-то, это веселье, торжество или посиделки, даже элементарно может быть посиделки с подругой. Вот здесь нужно именно контролировать то, о чем вы будете говорить. Потому что идет информация, вот как будто бы что-то, да, может, но предупрежден, значит вооружен, да, вот как пойти против вас. Здесь некое такое, может быть, как обвинение именно в вашу сторону. Пусть это даже будет и подруга, да, вроде как все хорошо, но потом вот может что-то. Тут нужно вдумчиво к этому подходить, а лучше больше слушать скорее, вот как вы и делаете. Но вам захочется о чем-то сказать или рассказать. Вот когда вот так будете думать и сомневаться, лучше не говорить то, о чем вы хотите сказать или рассказать. Так. Да что ж такое? Какой-то есть мужчина. Причем, знаете, мужчина как будто стягивает вас удачу.
Вот к вам идет какое-то счастье, да, вот не нужно с этим счастьем ни с кем делиться. Будьте, да, эгоистом или эгоисткой. Оставьте это себе, счастье. Захочется вам поделиться с кем-то, или, может быть, это выигрыш, да, захочется кого-то чашечкой кофе напоить. Не нужно. Вот тут именно, да, вот как будто бы вы что-то дадите или поделитесь, а может быть, вы расскажете о своем счастье, да, и с вас вот как будто бы стягивать начнут. А знаете, такая фраза есть: счастье любит тишину. Вот помните эту фразу, да, вот когда придет это счастье, именно удача какая-то подфартит вам в чем-то, молчите, представьте, что этого не было, да, и наслаждайтесь этим сама. Оно же для вас. И поверьте, что счастье, да, окружающим неинтересно, что вы счастливы. Окружающие сами хотят быть счастливыми. Поэтому тут скорее может вызвать какой-то или зависть, да, или наоборот ненависть к тому же. Поэтому здесь лучше хранить это в секрете. Вот есть какая-то хитрила или какой-то хитрила, скорее это мужчина, да, по нему бы ничего вы не сказали, но что он может, да, вот так вот, но может, да, как-то глазом моргнуть и забрать, вот, позавидовать скорее, завистливый мужчина. Почему-то тянется прошлое какое-то с этим мужчиной. Может быть, вы знакомы или человек из прошлого. Не обязательно отношения, да, это может быть и из коллектива какой-то мужчина, кто знает. Но хитер как сапер, вот такой хитрожопенький. И, знаете, человек такой стратег. Вот он любит порядок, но в то же время глаз у него очень такой глазливый. Да, такое бывает. И мужчины бывают глазливые, не только женщины. Далее. Опять карты говорят: счастье храните в тайне. Оно не требует разгласа. Купили вы квартиру, молчите. Молчите. Купили и купили. Да. Вот какой-то именно... Тут прям четкая указка идет на то, что вы можете просто, да, от счастья поделиться с кем-то. Но здесь идет вот именно какое-то не то что намерение, а вот такой недобрый глаз, которому и так хреново, а вы еще вот как по-больному. Но человек умеет одевать маску, да, то есть тут момент лицемерия присутствует. Человек улыбается, а в душе не рад. О, да что же за сегодня такое? Будьте аккуратны. Есть женщина какая-то. Женщина, которая воздействует какими-то невидимыми силами. Сегодня прям какой-то такой магический у нас расклад. Тут все что-то взялись за старое, хочется сказать. Чары, мары. Тут момент, да, я хочу еще дотянуть, как разрушить вас. Но вплоть до... Вы вот мешаете этой женщине. Вы как кость в горле. Хочется вас убрать. Вот так вот она. Она хочет вас убрать, да, как сосвету жить. То есть недовольна тому, что вы есть. Также здесь идет информация о том, что здесь влияние, возможно, было вот как несколько раз. Да, тут какие-то были такие в отношении вас слова нелицеприятные от этой женщины.
Возможно, она даже дома может или где-то, не знаю, как вспомнить вас, так сидеть и бубнить. Именно чуть ли не материть. Потому что вы, да, для нее вот кость в горле. И она не рада вам. Тут еще, знаете, идет момент такой, влюбленные стоят. И карта маг. Знаете, тут чувствуется по характеристике этой женщине и по картам, что она или ревнует, да, своего партнера по отношению к вам. А вы вот, да, или вы где-то появляетесь, он вас видит, но вот есть момент, да, что не только вы, тут скорее много кто пройдет, да, может вообще в целом женщин, чтобы он никуда не смотрел ни налево, ни направо, но вот вас она видит или вас она знает. И она не хочет, да, каких-то вот треугольников и прочего. Тут человек обращается к кому-то. Или, да, сам наводит это невидимыми силами, или же обращается. Здесь есть какое-то прям вот острое недовольство. Есть какие-то, возможно, конфликты между, да, у них с мужчиной. То есть есть какая-то ревность, есть какое-то недоверие, какая-то вот агрессия. Идет прям агрессивный такой настрой вообще на всех женщин. Если смотрит женщина, да, вот знаете, что есть женщина, которая ревнует своего мужчину вплоть до готова всех придушить. Кто только посмотрит в его адрес или намекнет на что-то. Просто вопрос складывается, зачем тогда такой мужчина этой женщине? Не легче ли его просто послать куда и все? Ну вот я вот этого не понимаю. Как можно вот так силком, да? Какая здесь может быть любовь, если есть недоверие? Горе от ума, вот хочется сказать, горе от ума. Не женщины, да, виноваты вокруг. Вот. А, наверное, стоит призадуматься о мужчине, нужен ли ей такой мужчина. Вот так вот. Зачем портить остальным жизнь, окружающим? Во благо чему? Хуже только себе. Знаете, вот здесь вижу, что есть, опять-таки, повторяюсь, недоверие, женщина ревнует. Женщине, да, кажется, уже каждая вторая – это его любовница. Тут уже, знаете, психиатрия попахивает, и такое отношение, да, именно он мой и ничей. А вот всем надо, да, колтунов надавать, женщинам этим поганым, да. Тут проблема в голове. Тут мыслительная идет завязка. Мысли не те. Мысли враждебные. Есть тут какой-то комплекс просто неполноценности. Давайте дальше посмотрим. Вообще, давайте посмотрим, вредна ли она будет вам. Тут очень много про эту женщину открывается. Вредна ли она будет вам? Тут показывают, что ничего не получается, да, или это не работает, не действует. На вас это не действует. На вас вообще, возможно, ничего не действует, потому что, судя по самой первой карте сила, да, у вас есть сильная внутренняя энергия, которая, возможно, знаете, расшибает или именно отталкивает, да, как бронебойтовая машина. Вот отталкивает вот эти вот энергии негативные. На вас не влияет, потому что вы не подпускаете. Возможно, ваше мышление еще при том, да, вы мыслитель, скорее всего, не пропускает данные именно влияния.
Но здесь есть такое у женщины, смотрю, внутреннее саморазрушение. То есть, скорее всего, да, тут возможен обратный ход событий. Бумеранг, так это назовем. Почему, да, вот я говорила, почему невыгодно пользоваться вообще черными ритуалами? Потому что это может прилететь обратно. Чем больше еще, да, вот когда человек начинает, особенно в ярости, делать вот всякие вот пакости, он наговорит всего такого, чего же может сам себе и пожелать. Да, а прилетит обратно. И что с этим делать? И как отмываться? Да, и вот поэтому но там, знаете, тоже в этой паре, если вы понимаете, о ком идет речь, там идет остуда в отношениях. Именно то, когда, да, человек вот или как ледяной, да, или вот когда не любовь, а взамен, да, вот получит именно расстройство психоэмоциональное, когда себя начнет человек изводить сам, кусать локти. Вот так вот пользоваться. Допользовалась. Причем, знаете, еще пользоваться этим надо уметь пользоваться. И пользоваться с умом. А не так вот, как попало. Почитав в интернете. Но я же и говорю о чем? То, что люди в нашу жизнь приходят не просто так. Вот благодаря тому, да, что, почему и карты, да, мы спрашиваем, почему они идет столько разговора, вот благодаря этой женщине у вас идет какой-то новый поток. Поток, прилив сил, прилив энергии. А у нее идет отток. Силы к вам какие-то идут, возможности идут. Кстати, сообщения идут, много сообщений. Возможно, от мужчины. Быстро, внезапно. Вот когда у нее что-то произойдет, вот тогда у вас начинается какое-то именно движение. Скорее всего, вы почувствуете. Также, знаете, может быть, вы уже что-то тоже почувствовали. Потому что здесь выходит и смерть, и маг. Скорее всего, вы почувствовали какую-то вибрацию странную, да, и вам показалось, что дурно, как говорится, пахнет, да, или что-то здесь пошло не так, вот, да, или кто-то на меня, может, воздействует, вот какое-то чутье было. Но это, знаете, вот как отделалось легкой царапинкой. Вот это вот царапинкой было вот это вашим чутьем. Или будет. Скорее всего, есть может. Вы это как-то почувствовали или почувствуете. Вам не стоит, да, в этом отношении вообще как бы стараться что-то делать, какие-то... Тут от этого наоборот, отойдите с умом в плане того, что не мстите, не решайте, это само просто, как это сказать, снимется, отойдет, уйдет туда, откуда прилетело. У вас здесь идут очень хорошие возможности, причем сразу же резко, внезапно, да, тут и колесница выходит, и девятка жезлов, и императрица. Здесь идет какое-то мощное такое на вас, даже я бы сказала, не было бы счастья, да несчастье помогло. В руку именно какое-то успешное стечение обстоятельств, как-то все так завертится, что для вас, да, это наоборот будет ростом чего-то, успехом каким-то. Когда вы расцветаете, просто неожиданно это все происходит и резко. Когда вы, да, в чем-то удовлетворены, императрица, девятка кубков, удовлетворены своим положением дел. Здесь, кстати, начнутся решаться какие-то дела,
да, проблемы. То есть вы начнете с легкостью, причем решать, колесница, быстро решать. И даже вам покажется как-то странным это. Такого не может быть. Казалось все таким тяжелым случаем, но в итоге, да, вам вот как Бог такое счастье подарил, да, вот так вот оно происходит, что просто дела решаются быстро, спокойно. Здесь новый лист какой-то в вашей жизни открывается, новый лист. Молодой человек какой-то есть. Так за вас очень сильно переживает. Это может быть или ребенок, сын, или это мужчина моложе возраста. Если смотрят мужчины, переворачивайте на себя информацию. Смотрите, здесь может или ребенок переживать, да, или вот влюбленный в вас человек моложе вас. Так, далее. Будет такая ситуация создастся, когда вам придется, возможно, помочь кому-то. Причем для вас это сыграет тоже, опять-таки, на руку. Да, для вас. И не только, да, не берите это как именно, ага, если я сейчас кому-то помогу, мне выгода, да, прилетит. Нет. Берите это как само собой разумеющееся. Меня попросили помощи, да, я помогу. Или у вас могут что-то попросить, может быть, да, попросить на улице, например, даже, да, в чем-то помочь или попросить денег в чем-то. То есть бедный, например, подойдет человек к вам и попросит о чем-то. Вот тут не откажите. Щедростью помогите или подскажите. Могут даже элементарно подойти, помочь, подсказать, где какая-то улица. Там. Попытайтесь решить эту ситуацию, да. И будет вам счастье. Тут именно, знаете, в чем счастье будет? Подфартит именно в работе, в деньгах, да, как-то в финансах, также в налаживании отношений с кем-то. Да, или же наоборот для вас это в будущем будет заделом и перспективой на счастливое будущее именно в паре. Мне показывают мужчину пожилого. Скорее всего, мужчина может пожилой попросить какой-то помощи, или пожилой человек может просить помощи. Также ситуация может создаться таким образом, когда вы будете идти, и вы увидите именно пожилого человека, которому требуется помощь. Помогите. Перед вами, да, не пожалеете об этом. Перед вами откроются именно какие-то новые возможности. Именно касаемо это как-то финансов. Да, вы даже сами от этого не ожидаете. Подвисшая какая-то неопределенная ситуация разрешится ваша. То, о чем вы, да, долго думали, что вы держали в голове, вот вы начнете это как-то решать, начнет это решаться, да, и вам покажется, что здесь как будто пришла какая-то помощь, да, свыше. То есть оно начнет именно, вот эти силы начинают как содействовать вам, помогать решать то, что вот долго в голове вертелось. Возможно, даже идея придет. Ох ты ж, ну-ка ж.
Долго не думайте насчет этой проблемы. Возможно, здесь в помощь придет и мужчина какой-то, поможет вам, подскажет что-то. Дельный человек, возможно, занимает какой-то руководящий пост, или человек, который имеет какую-то власть, или имеет какое-то слово, авторитет, авторитетность, силу, да, влияние на что-то. Вот он, скорее всего, как-то посодействует вам. Ух ты. Тут показывают... Тот, кто вам посодействует, тут начнутся какие-то отношения с этим человеком. Вплоть до брака. Может, это сам, да, человек, который и будет с вами решать какую-то проблему? Он-то и станет вот вашим человеком. Тут так красиво выходят карты. Тут дети, семья. Человек старше вас, возможно, по возрасту. Или человек очень такой мудрый. Солидарный такой человек. Вежливый такой, послушный. Да? Как это? Даже не знаю, как это слово перевести с чешского. Послушный. Интеллигентный, давайте так назовем. Интеллигентный человек. Человек, у которого есть порядок в голове. Человек вообще, который понимает смысл, что такое мужчина и женщина, и для чего они созданы, для чего дети и так далее. Знаете, такой он пропитанный мудростью. Уж очень. Ну, тут прям свадьба, 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 да, или же соединение да, двух, мужчина и женщина. Это может быть и гражданский брак, это может быть совместное проживание, да, это вот пара, которая идет рука об руку. То есть такие стабильные, серьезные отношения, не до шуточек. Прям на это все сводится. Кто в детородном возрасте, здесь беременность может быть от этого человека. Кто вне, да, кто не в детородном возрасте, здесь именно радость. Вы рады, вы очень счастливы. Тут прям эмоции зашкаливают. Очень рады. Да, хочется с этим человеком идти дальше. Знаете, что вас будет в нем возбуждать? Это ум его. Ум. Но в мужчине это самое главное, да, если смотрит женщина. Тут показывают, смотрите, не реагируйте, не пускайте в свою жизнь то или тех людей, которые уже напакостили в ней. Хватит уже, да? Пакостите в другом месте или среде. То есть тут как-то, да, люди начнут или языком что-то шептать, и вам будет казаться даже, что, да, что люди что-то там наговаривают, да, так и есть. Тут будут какие-то разговоры веститься. Причем, знаете, тут я вижу, хочется этим людям, да, по губам дать, вот, но здесь не стоит обращать внимание, да, сколько людей, столько и мнений, у каждого есть свое мнение, и пусть они соживут с этим мнением, не строя своей личной жизни, потому что другая жизнь намного интереснее таким людям. Поэтому обращать внимание на это совершенно не стоит. И с этим, да, связываться, опускаться, как говорится, ниже плинтуса. Имейте свою гордость. Вы счастливы? Хорошо. Наслаждайтесь этим. А вот голову пусть ломают все, да, кто ее хочет ломать. Зачем вам до этого опускаться? Тут вам захочется, да, как-то вот подъязвить или что-то. Не нужно этого делать совершенно. Ну, тут прям четко показано. Живите в гармонии, в счастье. Вот вы счастливы, и все. Я живу здесь и сейчас. Все, остальное меня не волнует. До свидания. Вот так вот.
Вот и все, вот и все. Тут такое наполнение у вас идет. Здесь идет, знаете, еще момент такой, когда вам захочется именно или посетить, возможно, новые места, да, или вот с этим человеком, то есть захочется открывать новые двери совместно. Не каждый сам свое, а вот вам с этим человеком захочется или, правда же, куда-то поехать, там, где вы не были, да. Тут могут, опять-таки, родные края посетить то, где вы жили, или именно открывается ваше прошлое, например, ваше детство, да, может быть, вы рассказывать будете, делиться именно своим детством, своим прошлым. Вот. И здесь показывает, что вы и окунаетесь в прошлое, да, именно, ну и с интересом. Тут ничего такого негативного не идет. Рассказывайте. Вот. А второе, тут захочется вот куда-то двинуться, что-то делать вместе, совместно. Пара. Ну, человек тут показывает, знаете, вот человек вот как возьмет вас в охапку, так и не отпустит. Вот вы его и все. Вам будет это нравиться очень. Новые горизонты. Опять. Прошлое будет к вам как-то где-то показываться, но я вижу, да, здесь вы тотально закрываетесь от этого прошлого, вам не нужно, и вам не хочется, вам не интересно. Но здесь, да, кого-то, может быть, и пошлете куда-то на громких речах, да, или же вот как-то так ответите, что по сердцу, да, заколет. То есть может быть такой ответ, что человеку будет больно от этих слов. Человеку из прошлого. Но могут еще и показывать, да, тут женщину. Вы женщине сделаете вот как-то отпор дадите. Тут может, да, опять-таки, кто-то словом, а кто-то вот даже достаточно одной фотографии, где вы держитесь уже с кем-то за руку. Да, вот, понимаете, да, все так тонко в этом мире, и как люди могут играть и глазами, и мимикой лица, и даже вот маленькими какими-то фоточками. Да? Вот так вот. Желаю вам удачи. Откроем сейчас колоду «Золотой ключ» на 3 позиции. Первая позиция. В конце откроем аффирмации. Вторая позиция, третья. Выбирайте свою. Первая, вторая, третья. Итак, кто выбрал первую позицию? Наступает пора для вашей трансформации. Не за горами ваш человек по судьбе. От кого-то услышите информацию, которая изменит вашу жизнь. Скоро откроется тайна. Благодарю единички. Переходим ко второй позиции. Известия, которые вас обрадуют. По вам очень тоскует человек из прошлого. У вас есть все шансы, воспользуйтесь ими. В вас пробуждается новое «Я». Вы становитесь другим человеком. Спасибо, двоечки. Переходим к третьей позиции. С вами ангелы-хранители. Вашему врагу идет обратный негатив. Недалекая дорога. В вашем окружении есть влюбленный в вас человек. Откроем палитру аффирмаций. Я люблю себя независимо от внешних обстоятельств. Я успешная, потому что я всегда знаю, чего хочу. Или наоборот, да, тут, если мужчина смотрит, я успешный, потому что я всегда знаю, чего хочу. Я верю в себя. Мне все дозволено. Мне все возможно. Мне все допустимо. Я интересую достойных мужчин.
А для мужчин я интересую достойных женщин. Я ощущаю себя полной сил. Или я ощущаю себя полным сил. Для активации вы можете прописать в комментариях или написать на листе бумаги. На экране оставляю. Можете поставить на паузу, сделать скриншот. И небольшое отступление. Новость для тех зрителей, кто не знал или кто не слышал информацию о том, что у меня стартовал канал на платформе Boosty, где я делюсь информацией, которая закрыта. И только по платной подписке 444 рубля вы можете открыть все посты. Посты там буду вести регулярно. Подпишитесь и станьте частью нашего сообщества Видескара. Для себя вы получите не только исцеление души и подсказки от высших сил, но также и отличные бонусы, которые останутся у вас навсегда. Подписавшись на наше комьюнити разово или ежемесячно, вы можете посмотреть и скачать эксклюзивный материал для скачивания. Календари, заговоры, ритуалы, плакаты для вашего интерьера, книги для скачивания, для чтения и аудиокниги, лечебную исцеляющую музыку, звуки и так далее. В то же время это и поддержка нашего сообщества и энергообмен между мною и вами. Поэтому не упустите данную возможность приобрести данную подписку стоимостью 444 российских рубля. Оплату можете производить как в рублях, так и в долларах. По вашему желанию, там же можете оставлять средства на благотворительность, помогая нам расширять наше сообщество Видескара. В описании под этим видео оставляю ссылку на Boosty. Также на экране сейчас оставляю QR-коды, через которые вы можете перейти на Boosty в наше сообщество Видескара. В телеграм-канале тоже есть данные QR-коды на Boosty. Благодарю всех, кто был сегодня со мной и смотрел данный ролик. Все контакты я указала под видео. А также можете видеть на экране. Оставляю QR-код, личный телеграм, куда вы можете написать приобретение моих авторских колод. А телеграм-канал – это наше сообщество, где я оставляю разные новости, статьи, посты. И хочу отдельно каждого из вас поблагодарить за ваши донаты, за спонсорство нашего комьюнити Видескара. Огромное вам спасибо за такой энергообмен между мной и вами. И чтобы у вас в миллионы раз приумножилось. Также огромное спасибо за ваши теплые комментарии, за пожелания лично мне и нашему каналу. И желаю вам, чтобы ваши мечты и ваши надежды обязательно в скором осуществились. Главное, никогда ни перед чем не падайте духом. Будьте сильны и держу за вас пальчики. И во благо всем вам. Всех вас очень люблю. Крепко обнимаю. Спасибо, что вы у меня есть. И до новых видео на нашем канале. С вами была ваша Видескара.